4 июня 1992 года указом правительства был издан закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. 20 лет назад, 4 июня 1992 года, ингушским народом была одержана победа. Победа в целенаправленной и тяжелой борьбе, целью которой было возрождение своей государственности, а методом мирный парламентский путь. Но за каждой победой стоит сражение, а за каждой историей – люди. Лучшие представители ингушского народа, они внесли свой вклад в создание республики. Сегодня мы хотим рассказать о кандидате экономических наук, одном из авторов и основных инициаторов принятия закона о реабилитации репрессированных народов и закона об образовании Ингушской республики Бимбулате Берсовиче Богатыреве. В те времена, когда разговоры о возвращении пригородного района, любые мнения о незавершенности реабилитации народа квалифицировались как политические провокации, Бимбулат Богатырев принимает активное участие в митинге 1973 года, проходившем на площади Ленина в Грозном. На втором съезде ингушского народа в сентябре 1989 года он вновь в своем выступлении поднимает вопрос восстановления исторических прав ингушей. Второй съезд ингушского народа мы уже поняли, что просто вот митинги, там, разные совещания не помогут. Тут надо подключить весь народ, провести съезд ингушского народа и конкретно поставить условия, на которые мы пойдем, а на которые мы не пойдем. А знаешь, к этому времени мы уже подробно видели, что случилось с ингушами. Ингуши начали терять свою самостоятельность, вот, терять свою национальную территорию, культуру и все, чем был богат этот народ. А ведь раньше ингушей считались самым культурным народом, самым выдержанным народом, самым древним народом. А на съезде, конечно, было, ну, сколько тебе, 960 делегатов было в съезде. Но так, конечно, весь зал Грозненский, там, забитый был, клуба. Вот. Вокруг клуба там было, по-моему, около 150 тысяч, очень было много народу. Но съезд прошел на высоком уровне. Поразились русские, поражались чеченцы, поражались балкарцы, все, они присутствовали там на высоком уровне. Ну и что, в Москве признали справедливым требование съезда. В этот судьбоносный для ингушей период Бимбулат Богатырев избирается народным депутатом Российской Федерации. С этого момента начинается его включение в сложный процесс принятия важных для ингушей законов. Пришли ребята и говорят, сказали, выстави свою кандидатуру. Я говорю, а изберут ингуши? Изберут, говорят, тебя изберут. Я говорю, это очень ответственная вещь, народный депутат. При нынешней власти, да, при нынешних условиях он будет иметь реальную власть, и это ответственная должность должна быть. Я сейчас, а как раз очень трудное было для меня семейное. Жена так что умерла, ее сына убили в армии, она это не вынесла. Дочь вышла замуж, сына убили в армии. И я один был. Я говорю, ребята, вот так и так, я говорю, давайте кого-нибудь другого. Нет, ты должен быть депутатом. Я республики Хагалдашва, я республики Яйцук. Ты знаешь, что не ради славы, почета, денег я это делаю, ради чести ингушского народа я делаю. Помоги мне в этом. Я был здорово просил. На второй день я проснулся, оделся, пошел. И с тех пор каждый шаг направленный на провозглашение этой республики, она увенчивалась успехом. Если у Господа Бога просишь по-хорошему, Он дает. Дает и все.
В мае 1990 года, выступая с докладом на Первом съезде народных депутатов России, Бимбулат Богатырев, обязавшийся выполнить указ своих избирателей, впервые за годы советской власти с высокой государственной трибуны потребовал восстановления ингушской государственности в ее исторически территориальных границах. Выступил, очень понравилось делегатам съезда это выступление, но и вот это выступление решающим образом открывает дорогу принятию закона о реабилитации. Да и закон о реабилитации политических репрессий и об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Ну, как я потребовал на съезде, так съезд записал по предложению депутата Богатырева принять вот эти 3 судьбоносные законы для жителей Российской Федерации. Ну, а потом, конечно, сама борьба пошла. Это длинная история за эти законы. Проделан титанический труд, составлено технико-экономическое обоснование, представлены данные о численности ингушей, проживающих на территории Северной Осетии, и демографическом составе населения во всех 4 районах будущей Ингушской республики. Проведены общенациональные референдумы во всех ореолах расселения ингушей. Несмотря ни на какие препятствия и противодействия на пути принятия закона об образовании Ингушской республики, избранники народа выполнили возложенную на них миссию. Принося поздравления ингушам, заместитель председателя Верховного Совета России Юрий Федорович Яров отметил, что ингуши не сделали ни одной ошибки на пути образования ингушской государственности. Они вели себя в высшей степени похвально. Создание республики стало исторически значимым событием в жизни ингушского народа. Я почувствовал в себе облегчение, огромнейшее облегчение, когда Верховный Совет РСФСР проголосовал полностью, за исключением 2 осетин, даже 1 воздержался осетин. Все проголосовали. Это большая была победа. Это была настоящая победа. Это, как тебе сказать, вот даже депутаты оценили это как положено. Ни разу, клянусь Богом, я не проиграл. Поддерживал Бог. И ребята наши поддерживали. А кто вас поддержал? Кто с вами? Поддержал. Ну, был Сейнаров был рядом, Костоев Беслан был рядом, Хамчин Султан был рядом, Куштов, Ягуб был, Куштов, его брат был. Были ребята, но ведь там один это дело не сделаешь. Мы были дружны, мы делали как надо. Нам кажется странным, но в правительстве только что созданной республики не нашлось места для ее создателя. И после образования республики, будучи пенсионером Бимбулата Богатырева, не перестает волновать дальнейшая судьба Ингушетии и ее народа. Он внимательно следит за происходящим в республике, издает книги, пишет статьи, принимает участие в съезде ингушского народа. Я радуюсь любому успеху ингушского народа, любого человека. Радовался, когда вот Чапанов стал дважды заслуженным тренером Российской Федерации, когда ему дали орден по заслугам. Вот. Когда наши ребята побеждают на этих играх, мне это очень нравится. Нравится, когда наши женщины становятся заслуженными учителями, врачами. Бимбулат Берсович, несмотря на болезнь и немалые годы, 78 лет остался все тем же Богатыревым, самоотверженным патриотом своей родины и защитником интересов своего народа. Эта уникальная личность уже стала неотъемлемой и выдающейся частью истории ингушей и одной из главных фигур 20-го столетия. Сегодня Бимбулат Берсович готовится к празднованию 20-летия дорогой для него республики, которую надо хранить и беречь как самое большое достояние нашего народа после принятия ислама. Я, конечно, желаю, чтобы процветала наша республика, чтобы этой республикой руководили грамотные, умные люди, преданные своему делу, своему народу, слушай. И единственное, что может нас спасти, это развитие своей государства. Ну, вам всем, конечно, вы молодые. Желаю, чтобы к нам в руководство пошли люди, знающие, компетентные. Тогда все в порядке будет. Это кажется трудно, вот это вот все понять. А стоит только начать. Стоит только начать. И быстро все.
народ поймет.